Ассаламу алейкум ларми нохчи. Добро пожаловать на стрим, дорогие друзья. Не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. Это обычная практика. И просто я просто недавно, он особо не историком был, этот ингуш был, там что-то рассказывал, но он особо не историк, просто Санхаман Рязвач, Амалда Жорас, просто вы запомните, типа, холку свою историю, только шола. Есть только две категории, ингуш, шовцу, это галгай. Галгай это исконный, типа, кавказцы, а ингуш это нам название дали какого-то ягарца. Да, да, да. И, ну, Мы это, что? честно сказать, Амад, я тебе могу об этом, конечно, рассказать, но, к сожалению, не все адекватные такие, как ты, которые реально интересуются. На самом деле, первое название не ингуш был даже, а ангуштовцы называли. Это русские дали название при покорении Кавказа. Отселение Ангушт. То есть Тарская, Юмяцу, не старая Тарская, Цуагу, Яри, Санхена. Ну, сейчас это Да. пригород. Вот. От этого Да. назвали ангуштовцы. Но потом это название было им как-то, они на русский лад переделали, чтобы проще было говорить, назвали ингуши. Общее название, обобщение ну, как мы себя называли всегда нахчи, через всю жизнь. Но пришли русские, они спросили у черкесов, у осетин, как называют они нас. Они сказали, там проживают шашаны, через ч, но русские назвали чачаны непосредственно, потому что так им было. И дальше оно трансформировалось в название чеченцы. То есть это название, которое и ингуши, и чеченцы нам дали непосредственно тот, кто завоевал Кавказ. Ну, русские имеется в виду. У нас просто там какая-то тематика. Русские как назвали именно чечены? От осетинских цацаны, то есть они вместо Ц поставили Ч, или же от адыгского шашан, заменили букву Ш, то есть из Июптига разница. А там у вас ангуштовцы. Что касается Галгай, тут немножко я думаю, не буду на себя ссылаться, хотя я это прекрасно знаю. Что касается Галгай, вначале Галгай было одно общество. Ну, туда входит несколько, что Хамхоевич, что Когардушицы, Цююкидо, Шкотайбдуш, три фамилии. Оно имело в виду только узко определенное общество. Так, по крайней мере, говорит ваш Муса Зурабов, тоже один из старейшин. Он рассказывал, он говорит, вначале это было общество, волна, а теперь это уже трансформировалось на весь народ, и теперь как бы обобщающий, оно относится ко всем ингушам. Есть ситуация. Ханс Адут, что-то недавно мы стояли, короче, там что собраться, да, как среди пацанов. Один там пацан из лет 40, ну, как в религию, давно историю изучать, если Аллах, анту соцсетцу, как что историю учана. Халхар аяхаш без мы были как тухум, как общество, как тухум, у нас шахар были, но у нас, если судиться, точно, благодаря хатам, если посмотреть, за тысячи лет корни же происхождения цан. Дуалыш до мохтики, вейе, ханс озы, бахаш барыш, орство баяхарыш би, галгай нохчи даст, орство даяхарыш би. Орство даяхарыш би, галгай исконно, галгай, цве тейпарди, исконно, ламар адеха. Но у нас совпадает, что мы появились от нохчи. Там знаешь, какая ситуация? Если ты говоришь, Амад, если говорить по ДНК, вот по последним российским исследованиям, они говорят, что разошлись буквально появление самого ДНК Genetics Post. 1000 лет тому назад, они говорят, разошлись, якобы разошлись. Но история, сама история говорит, что до 1000, грубо говоря, до 17 века отдельного народа ингушей не было отдельно. Мы были все одним народом. Но проблема в том, что как назывались и оспариваемые между нами всегда идут дискуссии, споры, причем переходя на личности, оскорбления, начинают мы старше, вы старше, вот эти разговоры идут. Но я тебе скажу так, смотри, если по названию, если мы говорим о названиях, самые древние названия это то, что грузины дали, сурдзуки,
потом кистинцы, Да. потом уже начинается деление и дальше там. Кто-то говорит, допустим, Бирже в 19 веке указывает, что Галга это такие же новчи, но они потом якобы разделились. И на это многие ученые тоже утверждают. Они говорят, до определенного времени мы были. Тукумов не было, это неправильно. Тукум, шахар, это неправильно. Варш, олва, веш, так, вар, оля. Деление. Мы просто жили обществами, допустим, шатоевцы, хауроевцы, галгаевцы, там, кистинцы. Да. Так просто по обществам. Как было общее название? Ну, если брать из обобщенно, общее название, которое было и у Нохчи, и у Галга, это были в первую очередь непосредственно дзурдзурки, кистинцы, аланы. Вот это общее название было и у нас было, и у Галга было. Сегодня просто из-за некоторой такой политической конъюнктуры, из-за того, что вот, недопонимание, очень многих недопониманий, мы все хотим быть как бы отдельности, то отдельно, да, что отдельно, да, и то, что разговоры есть, но до 16 века отдельных государств вообще не было. А генетики говорят, буквально разделились 1000 лет тому назад. Я не знаю, насколько достоверно или нет, но Кузнецов, по крайней мере, в своей книге так говорит. Что говорят старейшины? Халглы бахтечна дуйшты гавай цахилла ошду. Поэтому на Кавказе нету, как бы считается, что нету никого ближе. То есть как люди и народы, общество, которые на 90%, 99% совпадает язык, никого, кроме души нету. Поэтому все вокруг знают, что мы один народ. К сожалению, мы сами не знаем. Но это в основе своей. Почему? Потому что мало людей, которые приходят в эфир и начинают с тобой, вот как ты видишь, рассказываешь, или которые говорят так, там, более или менее нормальным языком. Начинает сразу халка еще наши упрекают, что типа сюлиша хакет уцар хаол, шухириша дакят дуол, и вот эта байда начинается. На самом деле, я галгая, но шигоуши хум али шошлас, потому что в основном у нас все, что есть, оно было когда-то, по крайней мере, лет 200-250 тому назад мы были единым целым. Потом мы разошлись. Вообще, эта теория о расходе наших типов обществ считается 1700 год Ошхазасон, когда последний был вместе съезд Мехтел, и там собрались вместе, решали, вместе мы, не вместе. В этот момент, что часть нашего общего народа откололась, и они уже стали называться ангуштовцами. Ну, не ангуштовцами, а отдельно Глигвы или Галга начали называться. Да, Адутш без основном даже в детстве, даже от пару человек. Да, Хозе? Хорошо. Я в детстве так-то пару, когда мне было 8-9 лет, там, я особо не углублялся в эту историю, сам по барабану, да, рассоли лишь бы другой, это хамдерсы, это что лилось. Тот момент я просто от старейшин и некоторых от пацанов помню, исконно до 1000 лет наши, как ему народ, хахан где-то 900 лет, ну, происхождение от типа ногчика, хадеха, типа яха школы, что халха хазаберс, тавинус волош. Ну, честно сказать, я, честно сказать, вот мне некоторые ребята рассказывали, говорили, что название самого Волга якобы ему более 1000 лет. Честно тебе скажу, есть некий такой грузинский ученый он считается Вахушти Багратиони, вот кроме его названия, во всех я искал источников, смотрел, вот кроме его упоминания, именно как название Глигвы, в другом месте я не нашел. Да, есть название в географии 7 века у армян, там есть название, но там это название делится непосредственно, кусты указан, кисты богдуй, и указан. Кисты указаны. Вот эти два термина есть там. Других терминов нету. А само понимание, это уже как у нас идет, ну, мы слышали в детстве, услышали, передавали, что вот мы идем, нам там. А ДНК говорят, да, именно 1000 лет тому назад, грубо говоря, алейкум ассалам, грубо говоря, 1000 лет тому назад,
поделились, как бы, отделились, часть ночи народа отделились. То, что ты слышал, абсолютно верно, то же самое слышал и я. Но Да, да, сегодня вот так. Да, да. Но да, просто я от не одного человека слышал, от пару здесь человек слышал. Холи здесь тут хаздок коячиш толахты сансагас элэрс из энчул эхэло просто подробно объяснять историю холи, да, по пунктам объяснять. Мы да, один объяснять, да, шелча сура какая-то, аят какой-то, да, хадис номер, что объяснять, мы да, значит, объяснять, да, что просто мнение, мы что да, что канц ученый, что значит, я цингер хама, хаяцится, измы что, а дохды, тумало, ищи. Просто Элрис, он точно, подробно, я не знаю, Элрис, но где-то 800-900 лет назад Элрис как тейп, как тухум, как общество, ханиве, Элрис, цыган, хаята. И потом да, Элрис да, уже, как тейп, абсолютно верно, как тейп, не испаха. да, ко Элрис, эги, хатса, хамаш, дарцу, дица, ржани, помни, эги же, цакалы же. Да, эги, хамхо, таргеми, дармацун, Да, таргим, хамаш, дарцу, особо, цыгача, дица. А потом уже сык, дезл, хулуш, как народ образоваться, да, это. Что да. Элрис просто, Некоторые считают в более позднем периоде, там уже при появлении царской России, что царя юқит урабельна, что дайсли акавай о шунду, именно свой истории хуш получает, именно тебяхкин был газ, кошевой декч, свой управлять, отходуал, ищ ситуация, да. А я Чингисхан в каком году был здесь? Чингисхан, где же был здесь? Чингисхан никогда не был у нас. Были Его сыновья. из-за Багдадсон. Чингисхан никогда не был на Кавказе. Не, Дезл. В 1221-1222 году два или три полководца считается, что Субиде, Джубе, полководец, они первые. Это монгольское нашествие было первое в 13 веке. И потом уже второе нашествие Тамерлан был. Тамерлан был здесь, а вот Чингисхан не был. По то время сумешт алло, ханс как то время ханежда тейп нужди, ханс данный момент аллашка образоваться да тейп нужди, там ты торгем кой жби. Тот момент уже как ногчу считались, Ну, как один народ. да, единым Да, считается. это 1200 лет назад, а уже 800 лет назад как уже народ образоваться да постепенно. Ну, как Само что народом он мало. образоваться, как народ мы образовались намного позже, считается. Почему? Потому что что разрознены бирдел, хеллоуэй, то есть там есть моменты, просто там есть некоторые нюансы, я не хочу в это вмешиваться, чтобы не было там, знаешь, сейчас не все относятся к историческим процессам одинаково. Когда ты начинаешь инсонок чего а так как народ, если нам говорить, это буквально 19 век, потому что до прихода их отдельный народ, название Тиллин, царь Тиллин, а так мы были одним народом, этносом и с общими, как говорятся, корнями. Qiterso ala result ada bart sabobe masani da bart bezim sabobe da sabobe veçse dizer da xalq Assalamu alaikum da bistalo dar vaqt oxşişe er olaq dar vaqt vaqt دان ارتقرول حقات حدنا حقات резко духовая. Но все-таки, оказывается, остались и адекватные люди, видите. Не все у нас еще. Как вас много, а? Ибраим, он связи ауё. Свантро, Ибраим, связи ауё. Конечно, разрознены были. И даже внутри тейпов, например, Гуной даже между собой враждовали еще в 14-15 веке. Про это есть несколько источников. Об этом есть источники и не только от наших полевых материалов, а есть и из российских источников.
и от биржей, и военачальников, они прекрасно знали, как можно использовать это против нас. В Башлам Галанчорском, Островском говоре ранее времени присутствовал буква Ф. Нет, не присутствовала. Насколько я знаю, не присутствовала. Вообще буква Ф считается, что она перенята, и ею никогда мы не пользовались ранее. Более позднее приобретение. Из-за этого сейчас делают целые научные работы некоторые люди, но оно отсутствовало у нас. Вавилон, не могу сказать, в 18-19, это нужно посмотреть, у лингвистов спросить. Но я думаю, чуть ранее даже пришло. Да, название F есть в двух картах 18 века в Ичкерии, в центральной части Чечни на картах. То есть оно пришло более позже. К нам позже оно пришло. Да и то его до последнего, даже в том же приграничном Итумкалинском, Шатойском районе F до последнего, даже до 20-21 века мало кто использовал. Эдик, который воевал с монголами, Бусулбхили, Эртугрул. Очень сложно сказать. Я могу сказать одно. Если место его проживания было в восточной части, то есть где Ауховский или Ичкерийские округа, в этой области ислам был раньше пришел, чем остальные. А есть в мире народу, которого также не присутствует F. Насколько я знаю, вроде бы у грузин не существует. Вроде бы говорили, сказали, что вроде у грузин нету. Не знаю, насколько. Через Итумкали дорогу хотят открыть, ты не в курсе. Я в курсе, я делал публикацию об этом. Иншаллах, эта дорога будет открыта, делается. Да, Адикник Хайду. Нет, Ичкерия это не при Масхадове Дудаеве. Ичкерия это историческое название области. Искерк, первые 9 семей, которые спустились с ножки, основали в этой местности, назвали именно так. Так говорят чеченские этнографы. Башлам, насколько можно ссылаться на карту Вахушти, если ее составлял другой, записал Вахушти? Ее записал не другой Вахушти, ее записал француз, насколько я знаю. Ссылаться это просто-напросто достоверности, конечно, мы не можем говорить. Ибо получается, что Вахушти был необразованным, потому что не мог сам. И по его словам, составленная карта, имеет ли она достоверность, очень сомнительная. Хотя почему-то все сегодня настолько сильно верят его информации о том, что именно он и достоверно все сделал, там написал. Маловероятно. Достоверности очень. Если бы сама карта была написана или сделана в Ахушти Багратионе, или, допустим, было сделано грузинскими источниками, зафиксировано, потому что нельзя назвать его неграмотным, необразованным человеком. Однако карту он не сделал. Он мог примерно описать местность, которые пролегают чеченов и в нижней части. Мы, Кавказ мира, я думаю, мы с тобой прекрасно знаем, есть материал за конец 16 века, где грузинский княжич жалуется московскому, если я не ошибаюсь, в то время кто правил, сейчас не помню, но мы помним, да, где он рассказывал, что на Аргуне и на Сунже есть город Чечен, и что они не пропускают без подати определенной суммы. Он просил наказателей в
качестве, потому что он спускался через Аргунское ущелье, и его заставили заплатить определенную пошлину. Этот документ есть, мы его публиковали, я думаю, у тебя он даже есть. Я думаю, основываясь на этом именно городе, он сделал снизу вот это название Чечен. Брат, я в истории мало знаю, так интересует, так начинаю изучать уж. Все нормально, нормальные вопросы, без мата, без всего, если люди задают. То, что мы знаем, мы поделимся. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Исторический город. Арцах составит западная Мартанг. Арц Олхи Койсу. Так. Так. Будем время от времени. Аллах часа лабу плавать. Нет, как раз таки Дудаев взял это название, точнее тот, кто предложил Дудаеву это название, область Ичкерия существует со времен Тимура Хромова. То есть в хрониках Тимура Хромова говорится, насколько я помню, мы вышли из ичкеринских лесов и по левую сторону, где он указывает, что были аухары. То есть ауховцы имеется в виду. В грузинском языке нет F, в осетинском 1600 слов, в черкесском 700 слов. У чеченцев есть фамилия Абдурзаков, Дудуков, есть связь с Зурзуками, Цуантру Ибраем. Нет, ну это я бы не стал бы вообще связывать с Зурзуками. Думаю, что это просто-напросто совпадение звуков и сочетания. Что касается дзурдзуков, четкое осталось название еще в 19 веке, название селения Дзурдзук. Также Тейп был. Но некоторые наши чеченские ученые считают, что Зурдзхуай, Зандхуай, что это одно и то же, что оно трансформировалось и стали они называться на сегодняшний день Дзандахуай. То есть то же самое. Об этом как раз таки пишет Джамирзаев, и на этом основывается. То есть очень сильно, как говорится, грузинские ученые, когда давали рецензию на этот материал, они не указывают и не говорят, что это не так в любом случае. То есть опровержения жесткого нету, значит мы можем рассчитывать на достоверность этого. Поэтому Дудуков, Абдурзаков, Абдурзуков, это, конечно же, совпадение просто по звучанию. Но если мы будем брать в таком формате, вы должны понимать, что фамилии-то формировались на имени предков и появились вообще до 19 века, не было никаких фамилий у нашего народа. Там Абдурзак-Уа, и вот так продолжение, там остальное там, или Дудук-Уа, Иштхалацун, и дальше по имени. Поэтому фамилии это Ов, Ев, это все от русских, наследство порабощения Российской империи северокавказских регионов. Башлам, гюржи против бубоху, дуйте насчет дорог. Гюржи по-разному относятся, гюржи против бубацы. Есть, которые против, простые люди, есть, которые за. Это все должно решаться политическим путем. Простые люди только за. Это неправда. Приезжал недавно с гостем. Нет, я говорю, поэтому грузины не против, простой народ не против. Есть определенные непосредственно горе, так сказать, политики, которые пытаются всячески преподнести, что против сами простые грузины. Эта дорога существует, она есть. Просто-напросто сделать там таможню и круглогодичное, без всяких пробок, чтобы было.
И для развития экономики это очень полезно. Но я еще раз говорю, поэтому Панкийское ущелье – это войнавские земли или грузинские. Исконно Панкийское ущелье, Ахметовский район, это Грузия. Это Грузия. Это грузинские земли, имеется в виду как государственные. Но те села, которые они проживают, они подаренные, они выкуплены, и они сегодня являются кистинцы, которые проживают на территории Панкийского ущелья, они исконно хозяева своих земель, то есть это их земли. Они их купили и полностью принадлежат им. А так это Грузия, конечно же, не всякого сомнения. И кистинцы, которые проживают там, были приглашены, когда эти земли пустовали, когда сюили делали нападения через эти земли, чтобы отражали нападения, чтобы пустая земля не была. По грузинские князья, соседи призвали и поселили там представителей, в основном там все представители Нохчи народа, 99%, кроме одной семьи, вот они все Нохчи, если мы говорим про Панкийское ущелье, Ахметовский район. Я не говорю про бацбийцев, прошу не путать. Да, как защитники были приглашены. Эти земли были очень сильно опустошены болезнью, нападениями. Но нападение происходило все время от наших восточных соседей. Они делали набеги, угоняли скот, нападали на Хевсуретию очень часто. Вот об этом, я думаю, материалов и без меня достаточно. Амин, ат'иреритиш. Нет, этот парень, я не знаю, он где проживает, он отправил запрос. Запрос я принял, и все, башлам. В каком году Кунта Хаджи, чеченские мюриды пришли в Ингушетию, чтобы Ингушетия приняла ислам? 19 век. Значит, 1800 и до конца, до 1899 год, все вот в этом промежутке, 19 век. Ассаламу алейкум, башлам. Когда основаны старые атаги и гайты? Старые атаги и гайты, старые атаги более старше, чем гайты, не в обиду моим братьям из гайтов. Ну, гайты считается ближе, насколько я знаю. Сейчас я тебе скажу. Освободил дату, хронологию. Гайты. 18-19 век. То есть я тебе говорю, как уже более большое село. Конец 18-го, начало 19 веков. Старые атаги чуть раньше. Старые атаги считаются приблизительно уже в первой половине 17 веков. Точную дату, месяц я назвать, к сожалению, не могу. Но у нас вы этого, конечно же, точно не скажут. На Кахетию нападали, крали их детей, продавали персам, туркам, но с появлением Нохчева эти земли набеги прекратились. Абсолютно верно. В основном, да, пусть Всевышний помилует, старые атаги с садойцами.
Старые атаги с адойцами, господи. Ладно, я не буду ничего говорить. Основали село, кто это тоже маловероятно. На очень старой карте есть атаги вроде карты 17 века. Да, я и говорю, 17 век, конец, не могу сказать, но в 17 веке есть, указывается, старые атаги. Так, почему им в обиду должно быть? Астафирулlah. Последовательно по милости Аллаха, именно мой имам стали мусульмане. Правда, правда, правда в твоих словах. Есть такое дело. Возмолил, Буарзайл. Я не знаю, как получилось. Вроде от других я не мог принять эфир, но этот парень зашел, отправил, я принял запрос, и мы говорили с ним в эфире. Запрос Хаятен я принял, ничего такого нету. Он не матерился, очень хорошо, в принципе, задал вопрос, я ответил, и все. Проблема. Общее количество он показывает неправильно, но в связи с тем, что мы через VPN проводим прямой эфир, не забывайте, что точное количество людей в эфире он не показывает. Он у меня даже затемненно специально показывает, что не точное количество указывает. А насчет, конечно, Кей, родовое село находится здесь, но еще всегда она находилась у нас. Кей почти что 90%, если не 95%, все проживают Нохчичуа, и они исконно Нохчи, это Эхкей, Букей, это одно и то же, Царахбу и Сундера, там никакого другого. Просто я ему объяснил, там могут называться, конечно. Еще один вопрос, Башлам. Аккаунт хочу из какого-то эпоха. Я это не знаю, брат. Честно сказать, это нужно спрашивать у муфтията Чеченской Республики Сони Цахаун. Врать я не буду, не смотрел, не знаю. Дойс Кири Тайп, Дойс. В Ютубе 50 человек. Ибрахим, если будут вопросы в Ютубе, ты сразу переводи. Мне, конечно, приятно, очень приятно, что за 4 года, таких ребят, которые зашли с Ингушетии и очень хорошо поговорили, адекватно, который вышел, таких ребят очень мало. Я, в принципе, никогда и не вмешивался в ингушскую историю. То, что я знаю, то, что у нас общие какие-то моменты, я сказал. Но пока еще, по крайней мере, этому парню голову не запудрили, не рассказывали сказки, что там я являюсь там ингушефобом и так далее и тому подобное. Я, Аллахи, Биллахи, Талахи, не являюсь ничем фобом, никакому народу, иншаллах. Все народы любим, уважаем, но искажать историю, конечно, не позволим. То есть врать и наговаривать. Его уже вызывают. Я не знаю, это их проблема. Это их проблема. Это их проблема. Вызывают, они не вызывают. Это другой уже.
Ой, иш, бисмилля, домой. Из-за того, ты ой. Yeah. Я прошу никого не оскорблять. Не надо друг друга оскорблять. Люди могут быть молодыми, могут не знать. На сегодняшний день никто на чужое происхождение не призывает. Я и не сказал, что вас там звали Нохчи или что-либо. Я сказал, что есть мнение, что было общее название Дзурдзуки, Киста, я сказал. А дальше, что разделились, тоже вызывать называть манкуртом, мушриком, муртадом, вот эти вещи не надо. Здесь это исторический паблик, здесь люди простые, которые вне, как говорится, всего этого. Я не знаю, странный мы очень народ, Нохчи, Бала, Алла. Человек высказал свое мнение, сразу нужно его там называть как угодно. Ну, это слабость. Почему? Потому что оскорблять людей негоже, тем более являясь мусульманами. Если есть вопросы, можно задать или объяснить человеку, как его зовут, там, я не знаю, откуда он информацию взял и так далее и тому подобное. Алейкум ассалам, Софико. Всем нашим братьям, сестрам из Грузии большой салам из Нохчича. Ну, за последнее время, да, впервые, честно скажу, впервые. Я аж даже удивился, за последний год-два это впервые запрос прислали. Он зашел, нормально поговорил, вышел. Это уже может быть что-то и хорошее. Алейкум ассалам, брат Умар. Старый волк. Шаройский волк, ой, брат Умар. Один из старых моих подписчиков, который всегда поддерживает, слушает, смотрит. Не ссорьтесь, братики, пусть шайтаны будут лить слезы. Братики. Умар, всегда нужно держать мечи заостренными. Вполне возможно, что будет битва и за твою родину, праотцов твоих. Так что, гуттаркич хило. Ты мне не верил, но я очень редко ошибаюсь в своем анализе. Очень редко. Послушайте, мне задавали этот вопрос касаемо, что якобы на восточной границе что-то неспокойно, какие-то паники. Я смотрел, это старая тема по поводу, там никто пересматривает границы или что-либо там, не на государственном уровне, это никто не обсуждает. Это тема, которая делаются вбросы, поднимается паника, чтобы дискредитировать вопрос ауховцами, чтобы дискредитировать там якобы глава Ботлиховского района сказал там, что мы там земля, что-то. Ничего никто, я по крайней мере официального заявления не видел. Никакой глава Ботлиховского района ни на 1 миллиметр не имеет, не имеет права претендовать на территорию Нохчичу, будь то Шаройский район, будь то Чеберлоевский район. Поэтому вот эти сказки, вбросы в социальные сети, они, не забывайте, еще раз я вам говорю, есть закон, по которому за разжигание межнациональной розни, если вы думаете, что не найдут или что-то, могут просто-напросто посадить вас
с этим проблем никаких не будет. Поэтому не нужно говорить того, за что вы не сможете отвечать. Я это тем людям, которые непосредственно занимаются разжиганием межнациональной розни. Никаких вопросов как таковых нету. Есть какой-то небольшой участок земли, это Чаберлоевского района, возможно, с Ботлиховским, но снова же я говорю, руководство, насколько я помню, руководителем этой комиссии и руководителем всем этим проектом, который занимается председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов, еще в то время сказал руководству, правительству, парламенту Республики Дагестан, что хоть 12 или час ночи он готов решить вопрос. Этот вопрос после этого был временно заморожен, непосредственно, насколько я помню, был заморожен руководством Республики Дагестан и правительством. Вот. А больше сейчас, в данный момент, этот вопрос не поднимается. А все вот эти разговоры о том, что там паника на восточных границах и так далее и тому подобное, просто кто-то, видать, хочет из ничего создать панику, шухер. Башлам дохца-дохшун. Эскобара капает, но дождя нету пока. Ну, видишь, я в белой футболке сижу в своей летней резиденции, то есть под открытым небом, за своим домом. И пока ничего, тишина, дождя нету. Не пришел еще дождь ко мне. Так. Да, 2 человека. 1 человек задонатил. Ассаламу алейкум, брат Башлам. Мухухо, это я, Моусар Тайсумов из Инстаграм. Я твои эфиры смотрю через YouTube. Дал эхтубуэл Аллаху Акбар. Моусар Тайсумов дал духу ахуэл. Не забывай, что смотреть эфиры через YouTube, не забывайте через VPN. Это очень сильно поможет продвижению нашего канала. Я смотрю, у нас уже очень хорошие просмотры, набор идет. Количество растет в YouTube. Я сейчас активно начал также продвигать нашу деятельность и в Твиттере тоже. Так что, иншаллах, я думаю, что все будет в лучшую сторону. Пока, к сожалению, в пятницу, субботу провести я не смогу. Есть проблемы небольшие. Но я пытаюсь решить. Сегодня просто один из моих друзей приезжал, и он помог сегодня как бы провести эфир. Не слушали. Ну, посмотрим. Дикник херду да. Я постараюсь почаще проводить, а так материалы я загружу. Если у вас есть вопросы по тем материалам, и вот еще брат Адлан задонатил. Адлан, да, Сайла, донат, да, если у вас есть вопросы, и как всегда, Шаройский Борз Умар тоже задонатил. Умар, да, да, Сейдой. Если у вас возникают вопросы по тематике, допустим, сегодня я закинул 7 или 8 постов, вы можете по этим постам тоже задать вопросы, там, если кто-то не любит комментировать или писать, мы можем ответить на эти вопросы. И еще раз, для тех скудоумных и тупорылых баранов нарнийских, которые мне пишут в телеграм-чате. Я понимаю, что вы необразованные идиоты. Вы простите за столь небрежный к вам отзыв. Но еще раз я вам объясняю, поясняю. Я публикую материалы, исторические материалы. Если снизу нету ссылки, нету книги, нету страницы, значит, это мой текст. Если там нету ссылок. Или мое мнение, моя гипотеза, теория, я не знаю, что угодно. Но если вы там видите ссылки, там есть ссылки на дагестанского ученого. Он опубликовал эти тексты. В какой книге, что. Вы заходите, не читая до конца, увидели одно вам знакомое слово и начинаете там гнать пургу. Вот вы такие, вы произошли от вас. Это айсюлиш сани. Бешвол.
провоцируют, заставляют сказать что-нибудь. Я-то, конечно, все равно скажу это. Вам и не нужно меня провоцировать. Ас ишта эрма, да? Понимаете? Но зачем это делать? Ты скажешь, но это не касается нормальных людей. Поскольку ты дебил и не понимаешь, о чем написано в этом тексте. Какой-то ученый написал про чеченцев, про остальные чеченские общества или не чеченские общества. Ты прочитай, посмотри, кто это написал, что написал, насколько это достоверно или недостоверно. Вот. Надо это и заходить там, он, цаха, вот откуда. Я что, эти материалы откуда-то там сочиняю, что ли, сижу, просто мне вот делать нечего, и вот я решил написать про кого-нибудь такое, чтобы он там его оскорбить или унизить или что-то. Нет, конечно, у меня никогда таких мыслей не было. Никогда. А вот если вы не читаете, это же ваши проблемы, да. Немножко пошел дождец, и мы поэтому передвигаемся там, где дождя поменьше. Очень странные люди. До сих пор прошло 4 года. Эти люди, кроме того, что вот они думают, что вот есть фобия к ним или к их обществам или тейпам, но не могут посмотреть реально, о чем же речь идет и что, в чем причина, проблема в чем. Нет, надо вот сразу же, как говорится, рассказать, зайти и сказать пару вещей, чтобы их послали как можно подальше и куда подальше. Вот. Ищет ситуацию, все, что нужно. Вот так и все проходит. Сглазил я. Дождь пошел. Правда, не быстро, но пошел. Попытаемся где-нибудь сейчас, где свет есть, пообщаться. Ну, по крайней мере. Попытка не пытка. А если вдруг отключусь, обязательно сегодня постараюсь опять выйти в эфир. Так что постараюсь, по крайней мере. Не теряйтесь. Очень приятно было, что этот парень сегодня отправил запрос. Во-первых, что отправил запрос. Во-вторых, что он смог зайти и задать вопросы. Я давно хотел поговорить, пообщаться с людьми, но из-за того, что не было, ну, вы знаете, да, с этой ситуацией, с Инстаграмом, с Ютубом, то, что в эфир невозможно выйти, из-за этого я не мог проводить дебаты с кем-либо. Но, как видно, потихоньку уже получается выходить в прямой эфир и говорить. Ибрахим, если есть вопросы по поводу нашей истории или вообще ко мне с Ютуба, можешь тоже задавать, не забывай. Вот как есть свой плюс и в лысине тоже. Почему? Потому что когда на тебя светит фонарь, как и солнце, есть очень хорошее отражение. Башлам, эти съемки в горах рядом с башнями когда были сделаны? Эти съемки в горах были сделаны некоторые в этом году, некоторые в прошлом году. Правда ли, что кумыки в союзе с русскими выбили чеченцев за Сулак? Правда ли, что кумыки в союзе с русскими выбили чеченцев за Сулак? Есть такой материал, но я не слышал, что кумыки там были с ними, в союзе с русскими. В союзе с русскими, что выбили Стерика и с Прикаспия, это правда. Ну, по крайней мере, вы можете эти источники посмотреть, у Ермолова их достаточно. Немало их. Ну, адыгскую футболку нет, сегодня я ее не надел, а то люди реально подумают, что у меня кроме как адыгской футболки больше нет, он есть, просто она любимый мой цвет, и я ее, честно сказать, очень, так сказать,
Нравится мне ее носить. Салам алейкум. Сегодня ты в Инстаграм опубликовал пост про чеченскую черкеску. После этого некоторые представители черкесов утверждают, что нет чеченской черкески, а только Чарльз Фрэнс Харпер. Во-первых, я не опубликовал. Передай всем, кто смотрит, передай, что не я опубликовал. Это говорит японец. Это раз. Во-вторых, речь идет, он просто-напросто японец и не смог правильно выразить. Если черкеска, если она чисто относится она ли только к черкесам, это тоже вопрос на засыпку, поскольку ни черкеска, ни лезгинка не является, к сожалению, атрибутом только одной национальности. Многие считают, что это так, но некоторые люди считают это так, но это не так, к сожалению или к радости. Дело в том, что это тип одежды в основе своей, если вы посмотрите, он принадлежит всем кавказцам, Центральному, Западному Кавказу. И первые, с чьей культурой соприкасались русские, в том числе и ученые, в том числе и все остальные. Не забывайте, они соприкасались в первую очередь с адыгами, нашими братьями, соседями. Они соприкасались с ними. И если они видели эту одежду на ней, ему давали название, само собой, как черкеска. Есть очень много карт, где полностью Черкесия и в 19 веке, некоторые в 18 веке, от Черного моря до Каспийского моря записано как Черкесия полностью. То есть есть такие моменты. Но это, видать, из-за того, что ошибочно или ученые не до конца разобрались, записали, картографы не до конца разбирались, фиксировали ее. Более точные карты есть и есть общие. Поэтому я не буду спорить там с адыгами и с кем-либо говорить, это только ваше, наше. Это, понимаете, это как шапки, высокие эти шапки из каракульчи, которые носят. Мы их называем только своими. Нохчикуи называется. Но их носят и черкесы. И высокие папахи носят черкесы из каракульчи. Но ее же чеченской папахой разве называют? Насколько я знаю, нет. Ее носят и дагестанцы, да, чуть пониже, допустим, дагестанские народы, все без исключения. То же самое и с лезгинкой. Танец вроде бы, принадлежит ли он только лезгинам? Или же он принадлежит всем? Почти что все кавказские танцы в основе своей. Вы же знаете, что там совпадение почти что на 50-60%, кроме определенных элементов. В основном. Поэтому я бы не стал бы так быстро спешить и говорить однозначно, что это, еще раз, прежде чем говорить, что я утверждаю, я не утверждаю. Этот ролик снял не я. Этот ролик снял человек, друг этого японца, который подарил ему эту национальную одежду. Вот в чем. Он ее подарил, он сказал, что это черкеска, чеченская черкеска. Заметьте, он не сказал, что это чеченская национальная одежда. Он упомянул и черкесов, и чеченская. В основе своей такую именно одежду носят у нас. То есть стану ли я говорить, что сегодня мои братья-адыги что-то у нас украли? Нет, конечно. Хотя был момент, когда когда мы искали какое-то военное снаряжение историческое, как выглядели в Средневековье наши войны, кто-то взял за основу и дал эту одежду, сказал, что она якобы является национальной одеждой Нохчи народов, Нохчи народ воина в Средневековье. И мы ее раскинули, то есть не мы, раскинули ее повсюду. А потом, когда мы узнали, сразу же все сказали, это не наша одежда воинов того периода, это одежда братьев-адыгов. Нохчи народ никогда чужого не берет, и это нам не нужно. Просто некоторые черкесы утверждают, что черкесский только атрибут черкесского народа, в чем я не согласен. Чарльз Фрэнсис Харпер, абсолютно верно. Это не является, как говорится, чисто только черкесской национальной. Это неправда. Я еще раз вам объясняю, почему это появилось так.
Почему это появилось? Все время существования и адыги, не черкесы, а правильно, адыге и нохчи являются автохтонными народами. У нас очень много общего. У нас культура, и майкопская культура, общая имеется в виду. Она проникает и на территорию Нохчи-Шуя. Поэтому друзья, я прошу прощения у вас, но, к сожалению, закончился трафик, и из-за этого меня выкинуло. Еще чуть-чуть я с вами как бы поговорю, и мы потом постараюсь зайти обратно. На чем я остановился, честно сказать, я сейчас не помню. Да, национальной одежды. Еще раз вам говорю, многие вещи, которые являются, и даже там, я разговаривал с некоторыми историками адыгскими. Предки адыгов, хетты, хатты, находились, имеется в виду, что от них они произошли, как и предки нохчийцев, хуриты и урартийцы. Даже там, где находились первое место, так сказать, откуда разошлись по всему Кавказу, тоже находились по соседству. И если есть какие-то слова пересечения, если есть какие-то вещи, если есть что-то одинаковое, это не нужно на это обижаться и говорить, что это якобы наше, у нас украли, у вас украли. Нохчи народу не нужно ничего красть у своих соседей, братьев адыгов. И адыгам не нужно. Мы связаны и кровью, и войной, и депортацией, и мухаджирством, всем. Поэтому пускай никто из адыгского народа, адыге, не думает, что там кто-то хочет украсть черкеску, бурку, я не знаю, все остальное. Нет, конечно же, мы все прекрасно знаем. Видать, он просто объяснить по-другому не мог. А если бы он сказал там «нохчи дохар», там, если бы он сказал, японец бы вообще не понял. Поэтому он постарался более доходчивым языком объяснить этому японцу о одеянии. Ну, получилось так, как получилось. Опять же, 60-70% уверен, что вот эта одежда не принадлежит только одним адыгам. Это неправильно. Потому что можно ли сказать, что грузины украли у черкесов одежду? Тоже автохтонный народ. У них тоже такая же одежда у многих. Нет. Чуть-чуть разница есть. У нас то же самое. У некоторых дагестанских народов то же самое. Вот. Сказать, что взяли и украли все у адыгов, это не у черкесов, адыгов, это недостоверно. Но то, что первое название получили из-за этого, из-за того, что соприкоснулись непосредственно с адыгской культурой, с этой я согласен на все 99%. Задавайте вопросы, если у вас есть еще вопросы. Ибраим, дуйте гахаттер. Да, идет дождь. Я сижу под дождем. Небольшим таким солнечным дождем, солнечным дождиком.
И веду пока эфир, пока еще не отключился. Через час первая часть закончилась, но сейчас у нас еще чуть-чуть, пока трафик есть, мы можем пообщаться с вами. Если есть вопросы, задавайте. Если хотите отправить запрос на эфир, то чтобы было видно и мы пообщались, тоже можете отправить. Никаких проблем нету. Главное, чтобы по делу. Башлам, про Крым и чеченцев есть исторические сведения? В каком плане про Крым и чеченцев? Какое отношение Нохчи имеют к Крыму? Кроме... Есть некоторые, но боюсь, что там, Башлам, после последнего обновления телефон у меня жестко лагает YouTube. Не знаю, братан. Этим я тебе помочь не могу. У меня iOS, я только яблоком пользуюсь. Остальное я не признаю и не умею пользоваться. Настолько вот нехорошая продукция нехороших американцев. Я ею просто очень сильно доволен. Да, это проблема. Да, я из-за этого очень часто... Бывают у меня проблемы, потому что покупать яблочную продукцию не так легко. Она очень дорогая. Матамаева присоединилась. Ты считаешь, чеченцы не имеют ничего общего с Крымским полуостровом? Как тебе сказать? Общего имеют религию, в сражениях некоторых были вместе, но исторически в этой области мы были только гостями, не более. По крайней мере, я никаких корней наших там не находил. Чего не знаю. А так вместе то, что выступали с крымчаками вместе, это было, да, в истории. То, что воевали против крымчан, было ли такое? Было такое. Крымского хана воевали. Публиковал об этом много раз. Но эта история, это не говорит о том, что мы сегодня должны враждовать. И походу вопросов больше нету, да? Ничего себе. Саваба. Атаке. Если вы сейчас, пока у вас больше никаких вопросов нету, мы можем чуть позже обратно. Мне нужно чуть-чуть пополнить. И давайте тогда постараюсь позже зайти. Если у вас вопросов больше нету. Хаша. Бузуртанов написал целую книгу по фонеме F. Видимо, он оправдывается, что этой фонемы нету ни у грузин, ни у чеченцев, а у иронцев есть. Что думаешь? Я думаю, что он зарабатывает так, как может. Что тут скажешь? Больше ничего добавить не могу. Пускай пишет, хоть 33 Талмуда напишет по фонеме F. Но то, что эта буква, у нас ее не было ранее, об этом говорят как один все ученые. Конечно, каждому свое, я не буду утверждать там, хорошо или плохо, это их личное право, дело. Хотят — принимают, не хотят — не принимают. Мы не собираемся их учить.
что есть, то есть. Ладно, уважаемые друзья, давайте сейчас, у вас пока нет вопросов, мы зайдем чуть позже. Наверное, многие где-то гуляют, где-то зависают, с кем-то общаются. Не хочу вам мешать, мы чуть позже, ближе к 11 часам или вот в это время постараюсь зайти. Всем огромное спасибо, кому интересно. Не пропадайте, задавайте вопросы, пишите в директ. Не забывайте подписаться на YouTube канал. Свайпайте на колокольчик, точнее нажимайте на колокольчик, и вы увидите уведомления, когда у нас начинаются новые эфиры. Если у вас будет пожелание провести эфир, чтобы было видно и вас, и меня, вы можете зайти в Instagram, отправить запрос, показывая свой фейс, задавать вопросы, и мы можем пообщаться. Тоже никаких проблем нету. Всем удачи, не прощаюсь, увидимся. Ибраим, не забудь, чуть позже постараюсь зайти.